Люблю пересматривать советское кино, особенно то, что заставляет задуматься. В последнее время, признаюсь, часто вспоминаю фрагменты из культового фильма «Пацаны» режиссера Динары Асановой. Помните, когда воспитатель Паша Антонов в исполнении невероятно органичного Валерия Приемахова вечером перед ужином спрашивал у ребят из трудового спортивного лагеря? Такой простой и в то же время вечный вопрос. Друзья мои, пусть каждый из нас подумает о том добром поступке, который он совершил сегодня, или полезном поступке. Напряглись. Конечно, мы сейчас не в трудовом лагере для трудных пацанов, и делать какие-то параллели с нынешним обществом неправильно, некорректно. Но в любом случае какая-то сермяжная правда жизни есть в этих словах. Казалось бы, фильм 83-го года, то есть вышел больше 40 лет назад. Но как же до сих пор актуальны многие поднятые в нем темы и вопросы. Полезные поступки от каждого и каждый день. Пару-тройку лет назад многие из нас просто отмахнулись бы от этого вопроса. Кому хочется напрягаться? Достаточно того, что мы не сделали ничего плохого для общества. Сейчас, на мой взгляд, происходит некоторое переосмысление происходящего. Пусть прозвучит несколько пафосно, но нужно и важно быть полезным каждый день еще и потому, что наши парни там, на передовой, рискуя жизнью и здоровьем, делают крайне трудную работу, приближают нашу общую победу. Мы обязаны вносить свой вклад в нее, быть единым кулаком и на фронте, и в тылу. И примеров такого ответственного подхода все больше, и это радует. Все мы знаем, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей. К этому дню в Татарстане приурочили очередную отправку гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное, собранные под эгидой «Единой России». 4 большегрузных машины доставят в новый регион 70 тонн самого необходимого. На этот раз груз собран из Нижнекамского, Елабужского, Черемшанского и Менделинского районов. В эти дни уже работает первая в этом году смена в крымском центре Салет-Акбарс в поселке Форос под Ялтой для детей из подшефных городов Татарстана – Лисичанска и Рубежного. Как и эта гуманитарная помощь, так и поддержка для наших бойцов на передовой, как рассказывают нашим военным корреспондентам, сами парни и долгожданная, и необходимая. Помимо прочего, она демонстрирует и нашу сопричастность, чуткость, желание быть единым целым со страной и обществом в этот сложный период. А те, кто приближает нашу победу, каждый как может, и о том, что думают на фронте, о тыле. Зуфар Давлетшин. Нужны ли вам котята? Спрашивают нас ребята, показывая свой военный быт. Не к мирным жителям домой, а сюда, в окопы, принесла потомство кошка. Может быть, здесь внимания больше и кормят лучше. Угледарское направление, полк мобилизованных. Совершенно разные люди здесь у нас воюют. И ювелиры, и флористы, и бармены. Так что порой удивляешься, что такая разношерстность у нас. Каждому здесь есть место, и как бы на каждому по способностям достается что быт, что война. Чтобы было хоть какое-то ощущение дома, стараются обустроить свой быт без военной строгости. Не до изысков, конечно, но баню сами себе соорудили здесь же в окопе. Юмор тоже помогает немного отвлечься от мыслей, что опасность всегда рядом. Армейская смекалка, она никогда не мешает. Такие вот постоянные, можно сказать, вечные дежурные здесь играют очень важную роль. Для нас, например, это может быть такой метод и развлечения, но на самом деле такие ложные позиции, они спасают жизнь. При этом расслабиться себе не позволяют. Действия активные с обеих сторон. Если, допустим, увидишь, птичку стал сбрасывать, на открытом месте спрятаться смысла нет. А вот услышал, зашел уже, как бы отсюда можно вести огонь. Здесь просто и для наблюдателей очень хорошо. Несмотря на то, что всем уже обеспечены, посылки из дома, гуманитарная поддержка всегда приятны. В первую очередь моральная поддержка тыла помогает на фронте. Все есть, все вовремя приходит, поэтому бигзу рахматляр. Также имею возможность поблагодарить Раиса Республики Татарстан, Рустама Нургалиевича и всех татарстанцев за вашу помощь, за то, что помните,
за то, что поддерживаете наших бойцов. Биг Зур Рахматлер Сазге. В отпуске был же, наверное, да? Ну да. Не складывалось впечатление такое, что там какой-то другой мир, что там никого нет? Есть такое, да, согласен. Приезжаешь, спокойно, хорошо. Первый непонятно, голова как-то в перезагрузке. Ну, потом говоришь, лучше, конечно, так, чем здесь на войне. Наверное, так и должно быть. Кто-то должен спокойно жить, где-то должно быть мирное небо, а кто-то должен защищать Родину. Это у каждого своя дорога, у каждого своя судьба, и это нужно принять. И у меня нету никаких обид. Если не затрагивает семью, то есть много людей, кто просто не понимает, что происходит. Помните, в Елабугу прилетело? Очень много людей проснулось, очень много людей поняло, что нужно. Это не только здесь, кто находится, это не только наша война. Это, в данный момент спецоперация, это не только наш бой, это общий бой. Многие сторонятся, даже не вникают в эту проблему. Но я считаю, что нам надо сейчас более сплотиться, объединиться, приложить максимум усилий, чтобы победить фашизм. Когда-то они слушали ветеранов Великой Отечественной войны, проникаясь уважением к ним и патриотизмом. Теперь их, новых защитников страны, во время отпуска приглашают в школы, чтобы рассказали, почему они здесь. Сдвиги есть. Самое главное, что сдвиги у населения есть. Народ начинает осознавать, народ начинает понимать, что идут перемены, и ориентироваться сейчас нужно на школу. Именно со школ нужно начинать возрождать патриотизм. Чтобы за будущее поколение, если что такое снова случится, мы были спокойны, что есть кому отстоять нашу родину, нашу землю. Это на самом деле хорошая, чистка прошла людей. Ты видишь, кто с тобой, кто с родиной, кто свой, кто, конечно, не свой. Здесь другой мир, по-другому воспринимаешь все. И когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь после всего такого, тебе уже душа опять сюда рвется. Мы в любом случае думаем об этом каждый день, о будущей победе. А мирному населению хочется пожелать, чтобы в любую тяжелую минуту никогда не отворачивались от своего народа, чтобы всегда нас поддерживали, не забывали, потому что правда будет потом, а замусоренные головы, они в любом случае потом очистятся. В этом сюжете мы не стали разделять военнослужащих по подразделениям. Наши герои, и добровольцы, и мобилизованные, и те, кто был призван в рамках частичной мобилизации и, оказавшись здесь, подписал контракт. Огромную благодарность также хочется выразить нашим тылам. Без их поддержки победе не быть, как мне кажется. Очень высокая доля поддержки оказывается именно нашими тылами. Мы зависим от вас, от тыла. Как вы нам помогаете, так мы и воюем. Вот и все. Нужна ваша поддержка. В принципе, только поддержка. Чтобы люди видели, слышали, что здесь происходит. Да, информация нужна людям. Не только телеграм, но и телевидение. Родина это не там, где у кого там сколько денег. Родина это когда есть крыша над головой, есть земля. А что еще нужно? Семья. Семья самое главное. Хотелось бы еще, наверное, передать привет своей жене Татьяне Анатольевне, дочке Софье. Ребятам, которые находятся на специальной военной операции, желал бы удачи, фарта, чтобы они вели себя смело, то есть с честью. А тем, кто помогает нам с Республики Татарстан, да с Россией, огромное спасибо. То на гражданке, кто здесь не был, они этого не поймут. Люди живут по слухам, а здесь у нас другая жизнь. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Если есть желание заключать контракт, будем встречать, будем вместе воевать. Победа будет за нами, еще раз говорю. Аллах берса, все будет хорошо. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, 7 дней. Донецкая Народная Республика.